Вот. Добрый вечер. Добрый вечер. Welcome. Вот даже боюсь, честно, 2 месяца не было меня ни в каких таких заведениях. Вот смотрим, да? Вот так встречают, правильно? Ух ты, блин. Сейчас, секундочку. Здрасте. Прям вот так. Так, вот это правильно, да? Нет. Почему? Потому что это пуколка. Вот таким нельзя, а каким надо? Должен быть какой-то вот такой нормальный, потому что для обработки нужно, чтобы было 3 миллилитра. Да? Должна же быть экспозиция. Вот так, да? Лучше вот То здесь есть- поставить вот такой. То есть, И все бы его, то есть все бы совсем его- не обязательно разливать всем на руки. Ну да, еще перчатки. Здравствуйте. Здрасте. Перчатки нужны? Алексей. Меня зовут. Если Я вот все всё- правильно делаю, да? Да. Что, Так. Алексей? Конечно. Алексей, вот вы Для без нас маски, это нормально. команду Это нормально. всем Я, хорошо, я- Мирать к вам. я на улице, даже мы вот тут сейчас стоим, это не очень опасно, потому что, вот представляете, ветерок дует, он разбавляет, если, допустим, какой-нибудь будет больной, да, у которого будет распространение инфекции, тут же все это быстро разбавляется, и человек... То есть не обязательно вот красивые вот эти лица девушек облачать в какие-то, как вы говорите, Конечно. как вы сказали про масочку, Лицевые трусики. лицевые трусики, да? потому что- А перчаточки вот эти вот, пальчики закрывать Тоже не нужны. тоже не нужны. Тоже не нужны. То есть вот не нужны вот эти лишние Не нужны. движения. Вот у нас же есть контактный путь передачи, возможно, Да. контактный путь передачи инфекции. Какая разница, она перчатками дотронется до лица, в перчатках или без перчаток? Вот Да? так, да? То есть, Ага. если вдруг кто-то сюда вот пришел человек и начихал прям сюда, и сразу же вот эта девушка красивая берет вот так вот руки, а руки у нее в перчатках, и у нее нос зачесался. Она точно так же может рукой нос почесать Снимаем без перчаток, всё. и точно так же с перчатками. Какая разница? А у нее под перчатками руки потеют, мокнут, это еще хуже и менее гигиеничнее, чем вот просто... А если бы мы были в помещении, тогда можно было бы все на себя одеть, и трусики, и перчатки, и все, да? Нет, перчатки не надо. Перчатки в помещении тоже не нужны. Нет. И в маршрутках не нужны. Трусики вообще не надо лицевые Да, одевать. а и в маршрутках не нужны перчатки. В маршрутках тоже не нужны. Вообще не нужны Одеть перчатки. смысла никакого Вот эти нет. дамы в перчатках, они- розовых, голубеньких, Им- черненьких им- всяких. Они просто красиво вот так Мгм. ходят. Им, видимо, А, красиво. и вот это должно стоять на каждых столах, это обязательно, да? Вот Ну, это средство. только- Или Только не вот с вот так. Да, только не с таким распылителем, потому что если мы говорим про гигиену рук, про правильную гигиену рук, антисептику, нам нужно, чтобы 3 миллилитра мы на каждую обработку использовали, Мгм. потому что спирт должен подействовать. Для того, чтобы он подействовал и убил что-то, должно пройти время. Как нам обеспечить время? Он быстро испаряется, только объемом. Мгм. Брызгали, да, например, и вот я руки Ага. обработал спиртом, он тут же высыхает быстро. Вот как некоторые берут 2, Да, а да, если да. я налью 3 миллилитра, он у меня будет высыхать, испаряться с рук дольше. То есть это необходимо. Экспозиция необходима. Ага. Вирус сразу не погибает, должно пройти какое-то время. Ага. Ну, не То есть, только вирус. да, и как бы вот руки, они высыхают Вот они естественным быстро уже образом, да? высохли у меня, да. То есть здесь должны быть эти самые другие вот эти. Я, вот. например, вот так вот ношу. Вот. Ага. То есть я вот так набираю, вот так себе. Ага, своим Да. средством. Ага. Ну там вылилось и вылилось. То есть Ничего здесь, страшного. здесь в принципе объем должен быть больше, да? Да, видите, вот сколько у меня руки сохнут. Ага. Это нормально. Больше, значит, девочки, больше. Ну, за время нашей дружбы я уже сама убедилась, что безопаснее все-таки общаться на открытых местах. Вы меня в этом всегда Да. убеждали, На рассказывали улице мне. абсолютно безопасно. То есть здесь можно вот так общаться с друг другом, и это без проблем. Ничего страшного, да. Даже если будет человек, вот насколько вероятно заразиться гриппом с человеком на улице, это очень маловероятный шанс. Ага. Только если он тебя вот прям вот на тебя не будет чихать, а ты не будешь сразу дышать. И здесь то же Да, самое. и вот мы шагаем. Это центр отдыха Алато. Некогда здесь было очень много людей все время, а сейчас, конечно, после карантина все еще в спячке. Здравствуйте. То есть вот девушка правильно, она без маски, без перчаток, а вот перчатки у нее есть. Перчатки, говорят, можно не одевать, но вы с большой улыбкой на Я не лице. знаю, кто как Ну говорит. и вот так вот люди у нас потихонечку стали выползать на застолья, да, различные. Вы же знаете, по нашему менталитету мы не можем, вот, чтобы вот не... Насколько это безопасно, безопаснее ли там, чем дома сидеть в семье или ужинать, например, в кафе, насколько это оправдано все. И не может ли это повлиять... Нет, давайте меня вот снимите. Да. Не может ли это повлиять на как бы семейное здоровье, если, например, семья решит поужинать, например, на природе где-то? Вот, Ну, я не думаю, чтобы это как-то повлияло на семейное здоровье.
То есть неважно, дома они будут сзади или они выйдут в кафе, там дети обычно любят ходить у нас. Дети любят, конечно. Это же элемент нашего социума, да, выйти куда-нибудь в кафе, поужинать. Поэтому к этому нужно возвращаться. Ну даже вот перчатки, то есть это совсем не обязательно, даже вот если Вообще нас обслуживают. Вообще не нужно. Это ни к чемушная вещь. Ни к чемушная, да? В кафе это и где-то в другом месте. Только в медицинском учреждении люди носят Да? перчатки. Когда делают инъекции, да, или какие-то манипуляции. Ну, в медучреждении мы носим эти перчатки для того, чтобы мы сами себя защищали. Мгм. Это Ну, от инфекции. вас как зовут? Айдана. Айдана, снимайте перчатки. Снимаете, да. Снимайте прямо у нас на глазах. Давайте за встречу. Давайте за встречу. Вот за этот Дай нужный Бог и всем полезный, здоровья, нам за нужный и здоровья, полезный да? разговор. Да, Да. мы хотим сегодня развеять какие-то мифы, да, и помочь нашим людям просто разобраться Вот особенно в вот в кафе. этой ситуации. Люди, которые занимаются, например, раздачей пищи, может быть, ну, когда сортируют, да, там, я видел, иногда там перчатки одевают, там, сервируют, вернее, да. Мгм. Но представьте себе, за время работы в перчатках образуется перчаточный сок. Перчаточный что? Сок. Ну, Сок? мы его так А, называем. так называется, да, у Да, инфекционистов. да. Ага. И это идеальная питательная среда. Там создается парниковый такой эффект, идеальная питательная среда для того, чтобы собственные организмы кожи, они там размножались. Их там образуется за 2 часа работы очень дикое количество. И эти же микробы, бактерии потом вдруг могут попасть куда-то, ну, в еду, например, Мгм, мгм. или еще что-нибудь. И тогда мы их получим там большее количество. Ну, самое главное, чтобы сами посетители не забывали руки, да, мыть и обрабатывать, да? Обрабатывать, да, руки. Либо Потому что а то мы строго относимся к персоналу. и мыть, и обязательно обрабатывать антисептиком. То есть Мгм. мытье, когда мы чувствуем, что нам необходимо помыть руки, во всех остальных случаях, перед приемом пищи и после посещения уборной. Там Да, это вот мои любимые баклажаны. Это ваша сотка, да? Да, разрывается чего. Перчатки одевать? Это вообще это требование санэпидстанции. А где оно прописано? Они вам Маски показали? и перчатки. На улице маски и перчатки не носятся. Все. Мгм. Ну, вот давайте еще поговорим. Вот такое угрожающее здесь. Соблюдайте дистанцию. Мы правильно сидим? Вот между нами есть 1,5 метра. Сколько должно быть Вообще метров? правила по поводу соблюдения дистанции существуют для закрытых помещений. А, то есть это только для Вот я закрытых. не знаю, почему все забывают про это говорить. Блин, То есть вот если мы собрались, например, с семьей из 6 человек и можем сидеть вот так рядышком с друг другом, вот здесь я бы еще посадила кого-нибудь, да? На открытом воздухе я не считаю, что это является крайне опасным. Да. Угу. То есть это не опасно. Да, потому что, смотрите, нам для того, чтобы человек заболел, То есть вот это мы тоже можем вот так положить, да? ну, я бы положил. Вот для, так. для того, чтобы человек заболел, да, от другого человека, нужно, чтобы ему в организм попала определенная доза. Она называется инфицирующая доза. Правильно? Есть у нас в эпидемиологии такое. Вот. И на открытом воздухе, особенно вот у нас сейчас тут ветерок, да, ну бывает иногда штиль, но все равно И даже если жара. тут движутся Солнце. воздушные массы. И человек, когда мы разговариваем, вдруг он чихнул, например, да, это все быстрее разбавляется, и другой сидящий рядом человек, он вдыхает эту инфекционную аэрозоль уже в меньшей концентрации. Если в закрытом помещении. Да? Я сейчас Если в открытом, про да. открытое говорю помещение. Угу, да. Ведь человек другому человеку специально в лицо не чихает же. Соблюдать этикет кашля — это обязательное условие. То есть если вдруг человек кашляющий, мы видим, да, например, то такого человека, ну да, мы ему можем попросить, что может быть для безопасности других людей, можно, да, попросить его, чтобы он не покинул, например, это помещение. Ну, если он, конечно, социально ответственный. Но понимаете, в чем прикол? По российским данным у нас 45-50% бессимптомников, а по нашим данным, я вот с инфекционистами недавно разговаривал, они утверждают, что до 70% бессимптомников, которые вот просто себе вот так вот ходят и ничего с ними не случается.
И насколько они опасны для окружающих, Но бессимптомники? бессимптомники, они являются переносчиками инфекции, скрытыми переносчиками инфекции. То Ну, есть, говорят, вот тот инфицированный ковидом человек, который чихает, кашляет, у которого температура, он типа передает более тяжелый вирус и по объему, да? нет, Вот. это все художественный Это свист. художественный свист, да? Да. Все. У него просто организм так отреагировал на внедрение вируса Мгм. и развился инфекционный процесс с клиникой, дающий клинику. клиническую Неважно, с картину. каким ты разговаривал, с бессимптомником или Конечно, с симптомником, да? да, То есть да, это все равно может передаться Да, инфекция. все зависит от индивидуальности каждого. из Мгм. нас. Ну, давайте вот Индивидуальности попробуем. организма. Вот это баклажаны фирменные Алато. Да, В это былые времена, да. очень вкусный баклажан. Да, давайте. Я Вы Приятного после, аппетита. после работы мы продолжим наш разговор вот в процессе. Приятного Приятного аппетита, аппетита. пожалуйста, Да. потрогайте. Мгм. Быстро портящихся, сладких, Да, мы говорим о людях, блюд. которые работают на кухне. содержащих, ну там какие-нибудь муссы, вот там, где есть сахар, да, вот бесконечное использование перчаток, там у нас же могут образовываться, кожа становится такая, мы в медицине называем мацерация, да, Мгм. она такая Мгм. мацерированная, потом Мгм. могут трещинки появляться, Мгм. Узорчатый. а в этих трещинках могут развиваться, так и развиваются, какие-нибудь собственные бактерии, например, стафилококк, да? Мгм. И если вдруг этими руками он случайно там до полуфабрикатов приготовления дотронется, может он занести. А это идеальная питательная среда для стафилококков, либо для других бактерий. Что мы можем получить? Мы можем получить с вами токсикоинфекцию при раздаче готовых блюд. Правильно? Когда микроб там размножится, вроде как органолептические свойства продукта не поменяются, а токсин от микроба останется. Человек скушал, у него через 1,5 часа температура, рвота, понос, он в инфекцию загремел. Это называется токсикоинфекция. Алексей, а если бы, например, мы сейчас с вами были вот не здесь, вот в природном парке, да, скажем так, да, на открытом воздухе, а если бы мы были в помещении, ну там, где обычно у нас проходят многолюдные тои, вот там какие должны быть правила для персонала и посетителей? Ну, в первую очередь в помещениях, как вот мы в больницах делаем, да, в данный период времени, нужно обеспечить меры коллективной защиты. Это обеспечить кратность воздухообмена. Если есть механическая вентиляция приточно-вытяжная, ее включить на всю мощность, чтобы воздух туда и поступал, и выводился из этого помещения, обеспечивая там воздухообмен кратный, 10, например, да, то есть 10 объемов в час. Это минимально, какой он нужен. Вот, затем перчатки там не нужны в помещении, вообще нигде перчатки не нужны, просто запомните это, перчатки, они не нужны, они используются только в медицинском учреждении, все, на улице ходить в перчатках не нужно, это плохо, Много раз повторили, да, надо запомнить Да. всем. перчатки не нужны. Мгм. Если санэпидемстанция требует ношения перчаток, пускай покажут вам документ, где это прописано, Да. вот четко. Мгм. Хорошо, перчатки не нужны. Персонал должен быть в масках, посетители должны в масках быть. Здоровым людям маску носить не обязательно. Маска одевается на больного человека для того, чтобы он меньше распространял какую-то заразу, передающуюся воздушно-капельным путем. Да, и особенно еще вот это вот сейчас повсеместная практика. Мы все ходим в масках. Пришли, например, вот в кафе, сняли маски, положили на стол. Или Мне- в карман. Да, Ещё или лучше. еще лучше на стол, да, вот там, где у нас пища, все Да, правильно. да, да. Если 6 человек за столом сидит, все сняли маски, положили на стол, Ну да. да. Что может быть? Вот. Кушайте, пожалуйста, Нет, такая. понимаете, еще вот какие маски. И мы вот сюда сейчас зашли и увидели у этой красивой девочки маску самопошивную, которая сделана из какой-то ткани, да? Это не маска, это имитация маски. Она не защищает ни от каких вирусов, бактерий и еще чего-либо. Нам нужен как минимум второй тип по европейской классификации масок, которая это 4-слойная хирургическая маска, которая имеет степень защиты равную 60%. То есть она всего лишь 60% инфекционной аэрозоли может задерживать. Я вам больше скажу, у нас в республике таких масок нет.
Так, то есть вот это все это масочное шоу, оно как бы Это 100% нас не может Это защитить. 100% масочное шоу, вы абсолютно правильно сказали. Вот вы так просто так определили, а это на самом деле так оно и есть. Мгм. Ну вот Гульбара Иралиевна, мне вот полчаса назад мы беседовали, говорит о том, что люди с охотой приходят, соскучились по общению, да, вот многие дома сейчас не готовят даже вот так, и хотят посидеть, и не только покушать, Да но еще и людям выпить. Просто стрессняк нужно снять за время этого карантина. Прекрасно, да. Да. Вот и все. Алкоголь в этом случае, он не снижает люди иммунитет? в стрессе. Вы знаете, какую мне недавно историю рассказали? Я вот с коллегой, с друзьями общался, там, они в микрорайоне живут, в 5-м. Там бесконечно патрулировали вот эти милиционеры во время карантина, чтобы, значит, люди не кучковались. Это, вот я не знаю, это, ну, это как бы власть, да, местная, они взяли даже в некоторых местах, где стояли скамейки, они эти скамейки поубирали. Ну, это маразм полный. Они людям запрещали выходить на улицу курить, когда человек стоит один и никого нету. Да, это вот, то есть загнали просто тупо как скотину какую-то в дома и говорят вот. И там была такая история, мне друг рассказал, он наблюдал это, значит, идет мужичок, пьяненький уже, все в карантине, у него, видимо, нервы сдали, да, полностью, он решил расслабиться, к нему подходят эти ППСники, милиционеры, а он вот так орет им: соблюдай дистанцию. Соблюдай дистанцию, ты понял меня? И все-таки, где мы должны вот эту дистанцию соблюдать? Вот где? Эта дистанция соблюдается в помещениях, но никак не на улице. В этом я... То есть в маркетах, каких-то вот закрытых, да, вот таких вот заведениях да, даже. у нас в инфекционном контроле написано четко, что если медицинское учреждение не может обеспечить меру коллективной безопасности, например, при капельных инфекциях, это приточно-вытяжную вентиляцию, то пациентов, например, с одинаковой симптоматикой, то есть с респираторной инфекцией, нужно размещать на расстоянии, либо мы их там группируем, и там вдруг есть у кого нет еще этой инфекции, на расстоянии более 1 метра, 1-1,5 метра. И мы даже проверяем, но это в помещении. Мгм. Но не на улице ядрит их налево, а? Мгм. Что они себе выдумали? Ну вот алкоголь, он, если люди, вот у нас сейчас центр наркологии, говорят, там вообще перебор пациентов, потому что люди Переполнен. истосковались, да, вот, видимо, вот в этой изоляции спасался кто как мог. Во время карантина вот эти все заведения, я вот на Рыне был, они тоже переполнены, там мест просто нет, куда ложить Мгм. людей. Люди просто тупо сидели и бухали дома. То есть мера должна быть во всем, да, и это же тоже влияет на снижение иммунитета, так скажем, алкоголь и Но алкоголь вообще плохо да. влияет. То есть люди тоже должны, На если людей. люди думают о своем иммунитете, и вот, кстати говоря, мы сейчас подступились к этому разговору, всех нас пугают сегодня второй волной. Нет, вторая волна. Вот чего нам ждать вообще, вот ваши какие-то прогнозы или предупреждения, как нам себя вести в этой ситуации? Бояться, ждать, сидеть, запастись Скажите мукой, мне. маслом? Чего ждать? Это вопрос как? Чего ждать в карантинных мерах или чего ждать от эпидемиологической обстановки? Ну, наверное, здесь людей и то же волнует, правильно? Потому что за, любого за человека. карантинные меры я не знаю, например, чего ждать, да, что ведет. Ну, можно себе предположить, если начнется вторая волна, то это будут опять введены карантинные меры. Уже говорят, и я слышал сегодня по радио, что с сентября месяца продолжится дистанционное обучение детей в школах. То есть мы получим такую вот прослойку детей, карантинных деградантов. Мгм. Я против этого. Но вообще вот когда мы слышим вот эту информацию, Вторая волна волна, будет. как будет, да, вот Она будет, вирус никуда не делся, он циркулирует в нашей что популяции нам, наших людей. людям, надо делать для того, чтобы себя обезопасить, или для того, чтобы не жить вот в этом вечном стрессе? Когда же это начнется? Когда она начнется? В сентябре, в октябре, в Что ноябре? делать? Что делать? Да. Ну, люди пьют. Ну да, это шутка, конечно, доктор, я вас очень понимаю. Вот, но просто жить обычной нормальной жизнью, правильно продолжать людям, это Естественно. мое мнение. Иначе мы просто все с ума сойдем. Я тоже так думаю. Мало того, я думаю, что у нас и эпидемии нет. Но
есть объявленная во всем мире пандемия. Ладно, мы приобщились хотя бы таким образом к этому заболеванию. Лучше бы мы к нему не приобщались таким образом. Нам сказали, что пандемию объявила Всемирная организация здравоохранения. Она увидела, что вирус выделяется во многих странах и объявила пандемию, хотя их определение, оно абсолютно не работает. То есть мы сначала говорили об эпидемии в Китае, потом эпидемии где-то там в европейских странах, да, ну, для того, чтобы мы считали эту инфекцию и, вернее, ее распространение как эпидемия, нужно, чтобы как минимум 5% населения заболело. Я буквально недели полторы назад считал по количеству, кумулятивному показателю инфицированных в нашей стране, у меня получилось 0,02%. О какой эпидемии речь может идти? Но тем не менее меры же предосторожности Я были вообще приняты в государстве. Я не понимаю, да, зачем. Меры предосторожности, да. Мы имеем очаговую инфекцию, очаги у нас вспыхивают в разных местах нашей республики, да, и надо с ними как-то бороться, то есть у нас должна идти очаговая борьба, но никоим образом не... Но надо ли думать, что вот это ожидаемое... Я такой злой. Нет, это ваше мнение, как мнение эксперта, Вы я это думаю... просто себе записываете? Или вы Нет, где-то показываете нет, я потом? хочу это показать людям, мы с вами беседуем. Мы беседуем по окончании рабочего дня, не на официальной конференции или вебинаре. Я не думаю, что это может быть... Это наше просто, это ваше мнение как эксперта. Да? Да, и я думаю, оно справедливо, потому что даже вот формируя протокол лечения, у нас тоже были там разногласия, да, по ковиду, и это нормально. Экспертное мнение, оно существует, почему нет? И вот, ну, хорошо, ладно, мы не можем сегодня прогнозировать вот силу вот этой второй волны. Она будет такой же 0,01%, или она может быть... Вообще есть какие-то у нас научные Сила второй волны исследования будет, в этом плане? Вот та самая ожидаемая вторая волна, на мой взгляд, она будет гораздо больше, чем первая. Почему? С чем это будет связано? Вот все очень просто. Когда мы получили вот этот первый подъем большой, да, он сейчас у нас идет потихонечку. Ведь количество случаев же не уменьшается день ото дня, как прогнозировали иные наши товарищи. Вот. А тут вирус уже существует, он циркулирует в нашей популяции. Тогда были какие-то единичные случаи, а сейчас их уже местные, да, случаи, то есть наши местные люди друг друга потихонечку заражают. Ну, это как бы, ну, обычная практика, да, вот в такой вот жизни, в обычной, естественной жизни людей, если есть вирус. Это называется эпидемический процесс, Мгм. и его никак не остановить. Не остановить. Конечно, тем более с воздушно-капельным путем передачи это сделать очень сложно. Иной раз вообще даже невозможно, особенно когда мы говорим про какие-то капельные инфекции, да, там, допустим, корь какая-нибудь, да, только иммунизация может остановить этот процесс. Ну, да, здесь вопросов и может быть очень много. Я думаю, что мы, наверное, уже прервем наш разговор, да. Вот просто немножко поужинаем, поговорим тоже о том, какие были все-таки у нас уроки, да, вот пандемии. Это мы сделаем в отдельном материале. Алексей, вы кушайте, пожалуйста. Да-да. Вот что вы можете, какое обращение можете сделать к людям, чтобы вот немножко как-то стабилизировать их душевное состояние вообще? Вот, может быть, какие-то простые профилактические советы, меры, да, какие они должны предпринимать, да? Или вот чтобы снять вот этот страх? Да, давайте я что-то, ну, потом же вы смотрите. То есть из пожеланий это просто вот естественно жить, естественную жизнь вести, ничего Конечно, не бояться и все, конечно, чего бояться. Да. Да. Соблюдать какие-то правила, которые там Да, говорят, да, исполнять. да. В помещении, Да, подчеркиваю. помещений, В да. помещении, А во да. всем остальном вот жить, работать, учиться, привычно влюбляться, целоваться, Делать. как положено. Ну, Давайте. мы и так с вами профукали целую весну, такой прекрасный период, Да. да, просидели в этом карантине, и вот тут уже лето. У нас была зима, и тут уже лето. Спасибо, Алексей. Приятного аппетита. Спасибо.